Техника шумит, люди в желтых жилетах трудятся. Реконструкция ингушского участка федеральной трассы М-29 продолжается. Самые активные работы идут в районе Икажевского круга. Эта развязка последняя из 3 необходимых. Остальные 2 в Магасе и Карабулаке уже запущены. По принципу работы она такая же, как Магасская. Федеральная трасса будет проходить по мосту, местная под ним. Мы находимся на участке транспортной развязки 50+14, это в простонародье Икажевская развязка. Вот. Здесь сейчас идет устройство земляного полотна, подход к 3-й опоре. Необходимо обновить 26 километров дороги, и на данный момент работы завершены на 20. Весь участок трассы будет первой категории, а это значит, что должно быть 4 полосы, шумозащитные экраны, где они нужны, освещение. У нас, значит, работы ведутся в районе Барсуков. И в районе Икажева. На данный момент сейчас задействовано 120 единиц техники и около 100 работников. Значит, укладка пока не производится, потому что нету сейчас готовых площадей. Работы сейчас производятся по устройству насыпи земляного полотна, потом работы по благоустройству, установке знаков, и также работы по установке шумозащитных экранов. Реконструкцию трассы начали в июле 2018 года. За это время проделано немало. Большой объем по километрам выполнен, но без проблем не обходится. На 3 участках дороги все еще не решены вопросы с землей. Заказчики и владельцы домов и земельных участков не могут договориться. Судебные процессы идут, а вместе с этим и сроки строительства затягиваются. Сроки сдвинулись из-за того, что нам не предоставляют строительные площадки. Просто у нас получается из-за одного места мы можем терять полкилометра. На данный момент у нас 3 участка, где мы не можем производить работы, потому что нам не переданы участки в работу. Это участок Барсуки, участок Университет и участок Икажевский круг. Процесс реконструкции дороги на постоянном контроле главы Ингушетии. На встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым Махмуд Али Калиматов обратил внимание на наиболее острые для региона вопросы, связанные с реконструкцией ФАТ. Пешеходные эти переходы, я не знаю, у нас теперь другая история, даже их сделали, но сейчас пошли жалобы, ни один пандус там не предусмотрен, подъемник там не предусмотрен. Сейчас начали жаловаться престарелые люди, что они не могут подняться на эту лестницу, не могут. И они стоят около перегородки, и ждут, когда там это. Я просто уже Тимуру Наилевичу говорил, проработать вопрос, как в других регионах. И вообще есть понимание поддорожные переходы. Получилось так, что дети сейчас беду, вы знаете, у нас там авария случилась. Дорога есть дорога. Все, конечно, не учтешь там на каждую, так сказать, эту ситуацию. Какую-то форму, я не знаю, предусмотрели там, не знаю, подъемник закрытый или что-то еще. Что людям-то говорить-то? Вопрос понятен. Естественно, есть на сети объекты, которые реализуем со всеми этими требованиями. Наверное, пандусы — это самый простой вопрос. Да? Я так подозреваю, здесь насыпи-то низкие, да, Руслан? И это заглубляться надо. Этого, конечно, нежелательно делать там в целом для сохранности конструкции. Но, тем не менее, решений много. Александр Геннадьевич опытный человек, он посмотрит, разберется. На 22 год заложили? На ингушском участке дороги будет 9 развязок и 4 наземных пешеходных перехода. Как заверяют дорожники, каждый из них оснастят подъемником для маломобильных граждан. Строительство одного перехода скоро планируют завершить, остальные 3 еще не готовы. На каждом пешеходном переходе у нас в рамках благоустройства предусмотрены пандусы для маломобильных слоев населения. Также на лестничных подъемах там устанавливаются специальные электрические подъемные площадки. А в Яндере, то есть женщины сбили там пешеходный переход? Значит, вопрос рассмотрен был на планерке, но решение остается за заказчиком. Вопрос, когда полностью завершится реконструкция, пока открытый. Все зависит от того, когда завершатся земельные вопросы. Пока лишь планы и прогнозы. А автолюбители надеются, что после окончания реконструкции аварий будет меньше. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.